В мире есть тысячи неизведанных мест, и каждый в своей основе несет определенный культурный код. Но что такое культурный код и что он из себя представляет? Ученые выделяют его в определенный набор образов, который связан с каким-либо комплексом стереотипов сознания. Такой набор существует и у коми-народа, одно из первых и явных проявлений которого было замечено в этнографике. Но не только ученые были заинтересованы в изучении самобытности нашей этнокультуры. Художники в этом тоже сыграли свою немалую роль. Например, Юрий Лисовский – один из ярких представителей этнофутуристического направления в финно-угорском современном искусстве. Работы Лисовского завораживают своей детальностью, глубиной смысла, гипнотической игрой линий, точек, фигур. Особенную роль в изображении этномотивов играет время. Изначально была тема прошлое, настоящее и будущее. Прошлое в этномотивах это что? Это вот как визуальные такие визуальный ряд — это орнамент, это вот что-то пермский звериный стиль, который у нас присутствует в раскопках. Это костюмы, это невизуальные, это коми-легенды, пословицы, поговорки, сказания и какие-то природные законы, которые народ на этой территории соблюдал, чтобы жить и процветать. Так. Рисовать это просто так неинтересно. Поэтому, допустим, все эти рисунки, они как некий такой окно в познание. Ты что-то пытаешься познать, связать, открыть этот мир, эту тайну какую-то и рассказать людям. Каждый нарисованный образ предлагает зрителю погрузиться в определенную историю, которую заложил в нее не столько сам художник, сколько народ, передавая эту информацию из поколения в поколение. Любой образ, он имеет силу определенную. Взять даже, если в христианстве, это икона, допустим. Там кто их рисует? Их не боги рисуют, их рисуют люди. Но образ святого, который там сотворил какие-то чудеса, какие-то подвиг жизни, деяниями своими. Человек, зная вот эти все вещи, он цепляется за этот образ, и он связывается с ним. Также картина. Для того, чтобы зрители лучше поняли творческий замысел, этнофутурист Юрий Лисовский предпочитает заранее расшифровывать свои произведения. Вот я здесь нарисовал, хотел показать некий такой круг, некий эгрегор, когда люди думают об одном, например. Когда их связывает одна идея, одна мысль. Мысль о мире, мысль о гармонии, мысль о счастливой жизни. И она заплетается, эти мысли заплетаются в такой неповторимый орнамент. В декоративно-прикладном искусстве народов Коми основной элемент, который используется в орнаментации, это пас. Он означает метку, личную подпись, числовые и счетные знаки, а также пасы носят названия различных животных и деревьев. Но особую роль, конечно, пас сыграл в этнографике, ведь именно с помощью системы определенных знаков и образов народ Коми запечатлял и впоследствии передавал свою историю. У народа какие они существуют? Это чистая вода, хорошая чистая река, священный лес, где деревья тоже считались раньше, до христианской эпохи, живыми существами. И это уже взять Стефан Пермский, когда пришел сюда, он срубил священное дерево и воздвиг свою христианскую религию. А очень простые образы такие. Дерево – это корни, которые связывают землю. А вторые корни, которые называются кроны, они связывают дерево с небом. Если даже так взять дерево, отряхнуть от земли, то они очень похожи. Вот эти корни, которые в землю, и корни, которые в небо, они похожи. Разрезая вот это дерево напополам, мы прерываем саму жизнь. Прерываем божественную связь, земную связь. Все, жизни нет.
Но так ли наш коми-орнамент оригинален? В чем его отличие от других народов России? Для людей того времени в многочисленные образы закладывался сакральный смысл, что-то на грани между живым и мертвым, осязаемым и нетронутым, и люди в это верили. Все это жизнь. Не будет этого ритма, нету и жизни. Поэтому вот эти все орнаменты, они у всех народов они разные, но по сути где-то там они все об одном и том. Усиливать биение этой жизни, усиливать какой-то цикл этой жизни, защитные знаки усиливать, если человек, допустим, где-то чуть-чуть слаб, усилите человека, допустим, усилить защиту. И когда начинаешь это понимать, тогда понимаешь, что не просто это декоративная какая-то вещь, орнамент, а это есть сама жизнь, это биение вот этого сердца, шаги по земле, рождение человека, дыхание. Они ведь имеют все смысл. И когда ты начинаешь вникать в них, происходит вот это озарение некое. Ты думаешь, вот я неправильно жил, я ошибался. Значит, надо как-то измениться и жить правильно. Потому что а человек как поймет, как он жил, правильно или неправильно? Вот только на своих ошибках. Видишь, что тебе по башке жизнь дает постоянно. Раз, задумался. Ведь что-то там было неправильно. Почитал легенду, там, миф, там, поговорку, и ты понял, да, что да, древние люди были правы. Древние народы подбирали себе образы из того, что их окружало. Это могли быть и растения, и животные. Каждый подобный знак нес в себе уникальную идею. Что-то похожее сейчас называется приметами. Почему вот многие эти правители, высшая знать, любила вот эти театры? Потому что они видели вот эти перевоплощения. Вот простой человек там в царя превращался, преступника, в любящего человека. А оказывается, перевоплощение, оно нужно в этом современном жизни. И когда на охоте надо было коми-охотнику вдруг стать выносливым, чтобы обостряли все эти инстинкты в нем, охотничьи, он превращался в волка. И мог там пройти 50 километров по этой тундре и не устать. Приходил домой, обратно перепрыгивал через это дерево, условно говоря, и приходил домой нормальным, не волчарой, а любящим мужем, допустим, отцом. Это, по сути, как начинаешь понимать, что кто такой лось, что он представляет себе в плане космогонического мифа. Кажется, медведь – это символ лета, весны, лета. Когда медведь просыпается, это наступает весна. А лось – это символ зимы. Они, по сути, медведь гонится за этим лосем и никогда его не может догнать, по сути. Ну, где-то наступает на пятки, когда там снег идет, но никогда его не может догнать. И вот эта охота, она постоянно двигается. Это сама жизнь. По рыбе я могу что интересно сказать. Рыба в коми-мифологии, она относится к нижнему миру. Я люблю рыбу рисовать, потому что рыба – это и есть сама жизнь. Потому что чем мы занимаемся, это материализуем свои какие-то вещи. Ну, строим дома, одежду шьем. Потому что без материи, без материализации мыслей, без материи вообще жизни на севере очень сложно прожить. Не без дома, без одежды, без каких-то инструментов, которые материальны. Но это всегда, над этой рыбой всегда должна быть птица, потому что без светлого начала, без светлой мысли, без будущего, это материальное, оно не имеет смысла. Наберет плохой человек много добра. Разве он может быть от этого счастливым человеком? Да, он никогда не станет счастливым, он не сможет им поделиться, ничего. Потому что только вот человек гармоничный, добрый, щедрый может поделиться, помочь кому-то, сделать добро. Помимо присутствия существа в этнографике используются моральные устои и принципы, такие как сила, мудрость, любовь, семья. Все это нашло свое отражение и в работах этнофутуристов. В коми-пермском зверином стиле очень много бляшек, где показана семья. Женщина, мужчина и ребенок.
некая такая тройственный союз такой. Я думал, что он обозначает. А он обозначает вот это соединение настоящего, и когда человек смотрит в будущее. Потому что ребенок — это как бы будущее. Его нету еще. Два человека сошлись, его еще нету. Они думают, вот у нас дети не будут. Вот случился ребенок, они радуются. Они его воспитывают. Они вкладывают самое лучшее. А еще бывают знаки невербальные, которые подсказывали охотнику того времени, куда ему следовать за добычей. Очень много таких фигур, когда они смотрят в небо. Оказывается, что не прямо, не в бок, не под ноги, а в небо. Оказывается, что в этом есть тоже глубинный смысл. Когда человек смотрит в небо, он видит все 4 стороны света. То есть круговое видение мира. То есть когда ты охватываешь мир не в одну сторону, не видишь только одно свое мнение, а видишь все сразу. Вот эта философия как бы жизни правильная, так считаю. Я пытаюсь что-то в этом смысле донести до людей, чтобы чувствовать вот этот не однолинейный вот этот взгляд в мир, а как бы всесторонний взгляд. Казалось, что все это останется в прошлом, но, как мы знаем, история циклична. И даже этнографика переродилась в другом теле и нашла свое отражение уже в нашем времени. Очень много, вот такая графика, она, оказывается, довольно востребованная стала. В чем ее преимущество? То, что эта графика, она имеет законченные какие-то края, ее хорошо резать, если там использовать в каких-то визуальных демонстрациях, на разных концертах, на разных шоу. Ну, сейчас вот последние там как сказать, использовали в нашем театре «Легенды Коми», ну, я не знаю, был. Да, «Легенды Севера». Там, хор турецкого вот сейчас сделали тоже, там где-то показывали, тоже использовали мои работы. Тут ничего такого особенного нету на самом деле. Я как бы провожу, когда мастер-классы. Если рисовать каждому человеку, ну, как бы изливать свою душу, а не подглядывать, тогда все нормально, никаких вопросов вообще не возникает. Если там ученик, сложно назвать учеником, который берет работу конкретно, ну, и ее переделывает. Ну, там, с минимальными изменениями. А когда он берет эту технику, использует и делает что-то свое, это вообще только поощряется. Такая вещь, конечно, достойна. Но в такой технике многие работают. Художники, ученые, краеведы Республики Коми продолжают изучать и раскрывать историю происхождения разных орнаментов и рисунков. Но и каждый зритель может сделать свое открытие внутри себя, заглянув через условную картинную раму в неизведанный мир Коми.